Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто о вас постоянно думает? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим, кто это человек, кто о вас постоянно думает. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого-го, что у нас тут вышло. Смотрите, видите, филин. Но это либо тайные отношения у вас были с этим человеком, либо чувства этого человека к вам являются большой тайной, большим секретом. Кто-то из вас явно не свободен. То ли вы не свободны, то ли этот мужчина, кто о вас постоянно думает, не свободен. И так может отыграться. Вы все разные, отсыпка у нас общая, поэтому не забывайте об этом. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Человек, с кем нет общения, либо человек, с кем общение закончилось, причем так, порядочно давно закончилось. Этот человек постоянно думает о вас, постоянно живет какими-то воспоминаниями и упущенными возможностями. Вот он как в голове прокручивает события между вами, ситуации между вами. И вот каждый раз как работа, разбор ошибок, да, где я допустила ошибку, где мне нужно было что сказать, как поступить, сделать. Да, вот такие моменты проходят. Кто-то из вас явно не свободен. Отношения либо тайные были, либо в тайне. Да, это тайна, что этот человек вас любит. В тайне от вас он вас любит. Если вы не свободная женщина, то я так вам скажу, несмотря на то, что есть у вас, например, муж, парень, но этого мужчину вы тоже как-то отмечали. Он смог дотянуться до вашего сердечка. Ну, по крайней мере, симпатия с вашей стороны в сторону этого мужчины точно была. А у кого-то отыграется и любовь. Да? Возможно, он был вашим любовником в свое время. Но из-за того, что вы не свободны, может быть, это и вообще четырехугольник был, и он не свободен, как-то отношения не случились, либо сошли на нет. Как-то ярко вспыхнули и моментально как будто бы потухли. Если мужчина не свободен, а вы свободны, то, скорее всего, у вас связь с этим мужчиной была. Связь, которая ничем не закончилась. Причем по его вине. Здесь как будто бы он в какой-то момент просто взял и исчез. Либо как будто бы он сказал, что извини, я там не тяну. Либо я не могу развестись. Либо я еще чего-то там не могу. И вы на него как обиделись очень сильно. И все это время вы пытались выкинуть его образ из своего сердца, да? Заставляли себя не думать о нем, заставляли себя не вспоминать о нем. Возможно, даже как переключились на другого мужчину. Если мужчина не свободный и у вас были отношения, то у вас на этого человека обида очень серьезная. И вы от него прям не только отвернулись, но и закрылись очень сильно. Потому что, да, оказался слабак, он за вас не боролся, он за вашу любовь не боролся. Он просто опустил руки и сдался, и так и сказал: извини, я ничего не могу. Не могу тебе дать, да? Я не могу разводиться, я не могу тебя в жены взять. И обида, и вы очень сильно от него закрылись. Но кого-то так и отыграется, что мужчина не свободен, и он втайне вас много-много, не то чтобы месяцев, лет любит, а сказать о своей любви не может. Но он вам симпатичен, вы к нему хорошо относитесь. Филин, понимаете, как ни крути, этот филин, он все портит. Это тайные отношения. Тайная любовь, либо отношения, которые были в тайне ото всех.
ото всех. Филинг вам, а у него стрелка вниз. То есть он не вытянул отношения. Вы были готовы, возможно, да, вы были готовы, может, и мужа бросить, либо готовы ждать его, да, пока он там разведется. Но он стрелку вниз показывает, то есть говорит, ну я не вытянул отношения, это по моей вине все рухнуло. Либо я такой вот слабый, нерешительный, не могу подойти и сказать о своих чувствах. И так может отыграться. Ну, думает о вас, думает, ежедневно думает, девочки, ежечасно думает, вспоминает. А еще у кого-то отыграется, что есть фотография ваша, ваш образ, либо какая-то вещь ваша есть. Вещь, которую он с вами ассоциирует, она у него есть. Он постоянно эту вещь в руках держит, там, крутит, вертит, либо если фотографию, то фотографию постоянно там рассматривает, уже до дыр досмотрел. Так, ну, несмотря на всю эту патовую ситуацию, видите, вот этот огромный ключ, вот он, огромный ключ. Мужчина-то на ключе сидит, и этого еще не понимает, либо не осознает, что у него, именно у него ключ от его собственного счастья и от вашего совместного счастья. Ключ-то под ним. Смотрите, одно его действие, одно его решение, и он может стать счастливым. И вас сделать счастливым. Но пока он это не понимает, не осознает. До него пока это, видимо, не дошло. Это еще как впереди у вас будет. Смотрите, как здесь интересно показали. Мужчина как будто бы на санках. То есть это очень быстро, да? Может все случиться очень быстро. Стоит на этих санках, и за спиной огромный ключ. Ключ от будущего, ключ от счастья. Он над этой ситуацией, то есть он пока еще не увидел, либо он еще пока до этого не дошел. Но здесь все зависит именно от мужчины, когда он это поймет. Когда он поймет, что он и есть сам этот ключ, и только он хозяин своего счастья, своего будущего. Да? Но должно дойти, раз показали, значит должно дойти. Что касается вас, я не вижу вас счастливой женщиной. В моменте, здесь и сейчас, вы все-таки счастливой не являетесь. Одинокой, да. Страдаете о ком-то, либо о чем-то. Может, кстати, из-за него страдаете, а может быть, из-за другого мужчины страдаете. Вам сейчас помощь очень сильно нужна. Помощь в чем-то, либо с чем-то помощь нужна. Вы заняты какими-то своими проблемами, задачами. А у кого-то из девчонок прям такая отыграется, что у вас жуткая депрессия, упадок сил, и вы постоянно плачете. Плачете, потому что обидно, что счастья нет, что любви нет. И женщина вы очень хорошая, и славная, и красивая, и умная. А вот любви нет, счастья нет, одиночество. Это состояние такое депрессии. Кто-то из девчонок очень сильно за детей переживает. Да, всеми силами вот тянетесь, лишь бы дети ваши были счастливы, защитить их, уберечь, дать им достойную жизнь. Да, мужчина вам хороший нужен, а нет, никого на примете нет. Либо те, кто есть на примете, они не такие уж и хорошие оказываются. На поверку прям совсем никакие. У вас как разочарование от мужчины, от мужского пола в данный период времени. Может быть, даже этот период уже так порядочно затянулся. Зато показывает, что у вас хороший друг, хорошая подруга есть. Да, подруга, скорее всего. Очень хорошая. Она вас защищает. Она всегда старается быть рядом с вами, поддержать. В меру своих сил, понятно, в меру своих сил. Подруга, конечно, не заменит личное счастье, не заменит любящего мужчину. Девочки, как бы тяжело вам сейчас не было, но это все закончится. Причем закончится совсем скоро. Во-первых, вижу у вас случайную как дорогу, случайные события, которые приводят вас к какой-то интересной дороге, судьбоносной, кстати, дороге. Дорога, которая выводит вас из состояния стресса, депрессии, тоски, печальки. А по поводу помощи, помощь придет оттуда, откуда не ждете. Помощь.
Это могут быть незнакомые люди, это могут быть знакомые, но которые никогда, на которых вы никогда не могли подумать, что они могут вам помочь. Помощь придет, не переживайте. Тут вас еще и ангелы, видите, как пытаются на ноги поставить, поднять. Ангелы, духи вашего рода, защитники. Угу. Нет, вот этому вашему пустому состоянию совсем скоро конец. Вы из него выходите. Вы наполняться начнете жизнью, желаниями, страстями, эмоциями, счастьем, какими-то возможностями. Да, дорога. Вас наполнит именно дорога. Может быть, вас куда-то позовут, пригласят, либо действительно возможность появится куда-то съездить. И эта дорога у вас все решает. Так, а по поводу этого мужчины, который думает о вас, дайте ему срок, дайте ему время. Ведь ключ от ситуации именно под ним находится. Сейчас он постоянно думает о прошлом, но придет тот день, придет тот час, когда он подумает о будущем. У мужчины за спиной очень негативное событие стоит. Событие, которое такую встряску ему даст. Знаете, когда почва уходит из-под ног и небеса на голову падают. Вот такое событие. Это может быть какая-то большая неприятность. Это может быть даже какой-то несчастный случай, допустим, да, когда у человека перед глазами вся жизнь пролетает. Это может быть и предательство большое, да, со стороны тех, кто сейчас, типа в кавычках, его семья. Да. И это событие его действительно подтолкнет к тому, чтобы он взял этот ключ, сел в эти санки и моментально помчался к вам, в вашу сторону. Просто нужно подождать. Просто немножко подождать. Мужчина, он неплохой. Каждый может ошибиться, да, мы все не святые, да, в свое время упустил возможность, да, в свое время поступил, нехорошо, да, скажем мягко, нехорошо. Если оказался слаб, если не смог принять решение, там, например, о разводе. Но, тем не менее, люди учатся на своих ошибках, люди меняются. Он не приговоренный к несчастной жизни. Просто он запутался, просто он где-то потерял жизненный ориентир, где-то он перестал думать о себе, о своем счастье, где-то он предпочел позицию жертвы, нежели победителя. Но все это поправимо, все это поменяется. Видите, вот это событие произойдет катастрофической силы, и у него прям переоценка ценностей, жизнь перед глазами и понимание, что жизнь коротка. Я хочу быть счастливым здесь и сейчас. Я хочу остаток своей жизни прожить с любимой женщиной. Я хочу иметь действительно счастливые отношения, счастливую семью. И ключ вот он, видите, какой гигантский просто ключ. Вот он ключ, да, и вот он мужчина. Он сядет в эти санки и помчится прямо к вам, в вашу сторону. Даже смотрит уже в вашу сторону. Девчоночки, все еще будет. Еще с этим мужчиной поговорите, и потом уже будете сами решать, соглашаться, либо не соглашаться. Но мне идет, что этот мужчина вам симпатичен. Симпатичен, либо вы до сих пор его любите. Вы эту любовь где-то там глубоко-глубоко в сердце прячете. Потому что, да, обидненько вам, если он в свое время не среагировал, либо правильно не поступил. Но я думаю, что шанс вы ему точно дадите, когда он появится с этим огромным ключом. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.